Здравствуйте. Меня зовут Мария Александровна. Я врач-психотерапевт. Работаю в Центре здоровья. Пропагандирую здоровый образ жизни. Я сама его веду. Поэтому дача мне крайне необходима не только для шашлыка, как большинство делает, а для активного отдыха. Этот участок с прошлого лета только. Здесь был старый дом, который пришлось разрушить. И возникла мысль построить небольшой, недорогой, недорогой дом, потому что денег сразу на участок и на строительство не было. Вы знаете, в основном сын у меня занят и поручил мне этим заниматься. Я довольно много времени потратила с прошлой осени до недавнего времени, пока окончательно не остановилась на этом варианте дачного рая. Ходила осенью и на выставки в Петербурге, и на семинары по строительству, в интернете все выискивала. И в октябре прошлого года я решила заехать сюда, в Пулково, где находится офис дачного рая. Ну, там так парень мне понравился, Олег, менеджер. И он такой исполнительный, я бы должна сказать, что вот такие люди должны работать с людьми. Он мне прислал сразу все то, что требовалось, и внешне проектировала я практически сама, согласовывала с сыном, потом согласовывала, так как тонкости в строительстве, таких знаний у меня нет, с Олегом. И мы осенью практически пришли к определенному варианту, определенной цене. На этом в ноябре месяце наше общение прекратилось, и я вообще зимой не стала. Тут разрушили дом, все лежало, сюда не ходила, интереса никакого не было, пока не вывезли остатки старого дома. И вот весной, уже в марте месяце, я снова начала искать вариант строительства дачного домика. Ну, в общем, много тоже с многими переписывалась по интернету, искала. И в конце концов, как-то мне не хотелось, даже неудобно было возвращаться осенью, начала, не закончила, и снова идти в дачный рай. Но я решила сходить. Я спросила, какие изменения произошли с осени, так как многое поменялось. И мне Олег сказал, что практически цена осталась та же, и условия те же. Я пришла домой уже после этих всяких мытарств. Говорю сыну, давай остановимся на дачном рае. Ну, во-первых, заманчивое название, во-вторых, Пестово, я поняла, это там работают древние строительные компании, в основном деревообрабатывающая промышленность. И из Пестова рядом строили дом из бруса. Ну, мне этот дом не очень понравился. И я говорю, давай остановимся на дачном рае. Как говорят, погода была хорошая, ребята хорошие попались, строители, такие работоспособные, не пьющие, хохлы. Ну, а хохлы обычно работоспособные. Я сама хохлушка, мы нашли общий язык. И так буквально они в прошлую субботу завезли материал, разгружали днем, вечером уже начали строительство, а 8:30 в пятницу строительство закончили. Ну а как же, мы вот только закончили в пятницу, они уехали. Ушло из субботы до пятницы, 6 дней. Все сделали? Да, за 6 дней сделали. Они работали с утра до ночи. Вот. Без всяких почти перекусов, без сидений. Такие работоспособные ребята. Ну, когда закончено, мы с сыном приехали. Сыну главное мне было, чтобы ему понравилось. Ему понравилось, говорит, молодцы, подписали все то, что требовалось, и ребята уехали. Мы искали брусовый подороже, что подешевле. Нам нужен летний дачный дом. Люди каменные строят, когда они живут. У меня квартира здесь недалеко, в Пушкине, поэтому для меня это оптимальный вариант. Пройтись на дачу дома и пообедать можно, и
жить дома, а здесь прийти отдыхать. Строить надо договариваться. Цены в основном так колеблются всюду, на каком-то небольшая разница в разных компаниях. Но желательно, мне кажется, что эта компания «Дачный рай» неплохая, я довольна. Ну, с чего будем начинать? Будем строить, они привезли в подарок бетонку. Ну, посмотрим, подойдет она там под это место. И прежде всего надо построить бетонку, потом все это убрать, делать дорожки, отмостку, все как положено. Хочу отметить, что менеджер у них хороший в «Дачном рае». Я довольна. Работники тоже, особенно этот Денис, если пусть они отметят его, он такой спокойный, уравновешенный. Я хочу, чтобы они процветали. Пусть всем будет хорошо, и им, и нам.